и нужна для реализации задач методических объединений. Зоя Васильевна возглавляет. И я очень надеюсь, что вы будете работать именно командой профессионалов. Поэтому мы надеемся на ваш профессиональный опыт, на то, что вы сами перед собой и перед коллегами будете ставить задачи, связанные с развитием не только своих организаций, но и отрасли образования. Поэтому мы, наверное, вам желаем сейчас начать работу. А я думала, вы откроете меня пригласили, я поэтому не поняла, что я должна сделать. Но у нас очно присутствует только 4. Все понятно. Однако заочно там больше, конечно. Что надо делать тогда? Я сама не знаю, куда садиться, где, что, чего, как скажете, мы там и будем. Сюда? А Людмила Николаевна, Галина Владимировна, куда? Сюда же. Куда Вы вы вдвоем садитесь, вдвоем садитесь, потому что мы поприветствуем, вы потом останетесь, а нам нужно будет идти дальше работать. Вы же будете дальше о положении говорить. Все понятно. Господи, затем 26-й, я начала приветствовать. Да, я вас просто ввела в курс дела, что очно 4 района, а заочно... Молодцы, что приехали. Из Усинска. Я предложила, я говорю, можно же онлайн, нет, мол. Вы сказали, в первый раз надо ехать, познакомиться. Это очень хорошо. Но очный режим, конечно, он имеет другой статус. Так, а еще у нас каких районов? Я не знала, Усинска. Сыктывдинский. Ну, ближайший район есть, который вокруг. Совсем Сыктывкара. ну, вокруг Сыктывкара или сам Сыктывкар? Нет, сам Сыктывкар, она будет, это ижвинский представитель, она, во-первых, заведующая на учебе, а ижвинский, она будет подключаться онлайн режиме. Но мы с ними сотрудничаем, они в курсе всех наших дел, поэтому... Это все не уже запись. Решение реального. Нас уже видно. Конечно. Да. И слышно, и слышно. Да. Мы начинаем? Да. Галина Владимировна. Добрый день, уважаемые коллеги! Приветствуем вас на первом заседании Республиканского методического объединения по дошкольному образованию в области этнокультурного развития. От имени всего коллектива нашего института приветствуем вас, и нам очень важно, что сегодня, открывая первое заседание, вы будете обсуждать те задачи, которые стоят перед вами, как перед профессионалами. Мы понимаем, что именно вместе с вами мы вступаем в новый этап развития отрасли образования. Именно от вас будет зависеть, какой будет система образования завтра. Мы очень надеемся, что на уровне муниципальных образований будут сформированы профессиональные сообщества, которые будут не только транслировать опыт других регионов, а прежде всего формировать лучшие практики на уровне Республики Коми и позиционировать Республику Коми как лидера в области этнокультурного образования. И позвольте мне передать слово председателю Республиканского методического объединения Остаповой Зое Васильевне. Зоя Васильевна. Спасибо. Уважаемые коллеги, я приветствую всех участников сегодняшнего нашего организационного собрания. Хочу поздравить вас с прошедшим нашим праздником, праздником дошкольного работника, ну и с будущим праздником, с праздником учителя, потому что мы все, конечно же, учителя. И, как сказала Галина Владимировна, действительно сегодня, можно сказать, что исторический такой вот этап нашей деятельности. И он заключается в том, что мы выходим на совершенно другой уровень взаимодействия. Вот такая задача поставлена Министерством образования и науки и молодежной политики Республики Коми – создать единое образовательное пространство во всех областях. И область этнокультурного дошкольного образования тоже не стала забыта. И это, в общем-то, нас радует, потому что проблем здесь достаточно много. И самая главная, конечно, наша задача – это именно в сфере дошкольного образования, в области этнокультурного образования
создать все условия для духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. То есть это является, конечно, самой главной задачей. Задачей сегодняшнего собрания у нас, конечно же, является, во-первых, организоваться, обозначить состав совета нашего республиканского метода объединения. Затем нам нужно, и в общем-то я хочу сказать о том, что состав совета, он будет утвержден специальным приказом Министерства образования, то есть все вы будете достаточно, скажем так, официально обозначены как люди, которые несут некоторую ответственность за эту область на уровне своего муниципалитета. И, в общем-то, я думаю, это поможет каким-то образом вам в организационной работе. Далее нам нужно рассмотреть положение нашего метода объединения. Может быть, будут какие-то предложения с вашей стороны. Вы, конечно же, мы вас не видим, но мы видим вот чат, где вы можете писать ваши вопросы, предложения, где вы можете голосовать, если вы за или против, или воздержались. То есть все это будет подсчитано, будет создан протокол, и, в общем-то, вы таким образом уже будете активно себя проявлять. Если давайте мы, может, проинформируем, сколько участников РМО присутствует сейчас в студиях муниципальных образований? 12 онлайн. 12. Онлайн, 4 здесь, всего 16 образований. На сегодняшний момент, значит, 4 представителя из района у нас присутствуют в нашей аудитории. Возможно, вы их как-то видите. Это представители Карпировского, Сытывдинского, Усть-Вымского и города Усинска, и Усинского района, я думаю, что да, Усинска и Усинского района. И 12 человек у нас работают в онлайн-режиме. Я думаю, мы сейчас увидим вот все районы, которые есть, и Лариса Геннадьевна поможет их обозначить уже конкретно по регионам. Уважаемые коллеги, я еще хочу проинформировать, что информация по первому заседанию будет представлена на портале «Открытое образование Республики Коми». Информационная сессия, которая уже началась, и ее Зоя Васильевна ведет, также будет представлена в рамках проекта нашего института «Видеозал». Поэтому, уважаемые коллеги, я очень прошу вас активно работать в рамках вебинара, который сейчас проходит, для того, чтобы принимать решения, которые будут иметь в дальнейшем именно полномочия для представления информации нашему учредителю, Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми. И я хочу пожелать вам профессиональной удачи. Мы уже говорили, что действительно вы профессионалы, которые в настоящее время входят в новую зону профессиональной ответственности. За вами должны действительно пойти коллективы, за вами должны пойти те практики, которые готовы представлять свои наработки методические и позиционировать себя именно как ведущий педагог Республики Коми. Я вам желаю удачи, Зоя Васильевна. Спасибо. Спасибо большое, Людмила Владимировна. Но я все-таки хочу еще предложить слово Людмиле Николаевне. Это важно. Да, Людмиле Николаевне Гударевой, проректору по этому направлению в нашем институте. Председателю УМО по общему образованию Республики Коми. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Гударева Людмила Николаевна, проректор по проектному управлению и научно-исследовательской деятельности Института развития образования. Уважаемые коллеги, я являюсь еще и председателем учебно-методического объединения общего образования. Такой общественный орган у нас работает в течение вот уже 2-й год, в течение 2 лет. И в обсуждении вопросов, связанных с преподаванием предметов, с реализацией содержания учебных предметов областей, в том числе и вашего такого сложного направления, было принято решение о том, что в республике
В этом году должно быть открыто 20 учебно-методических объединений. Сегодня работают уже 3 объединения, ваше 4-е, на подходе вот буквально после Дня учителя еще несколько объединений. То есть создаются такие профессиональные сообщества, которые должны в своей сути нести вот то содержание профессионального образования, то мнение, которое у вас, как у профессионалов, существует, с системы снизу до федерального уровня. Такие системы по принципу матрешки будут работать в нашей республике. И эта система предполагает, что каждый нижестоящий уровень руководитель методического объединения входит в вышестоящий. И вы, как руководители муниципальных объединений в своей территории муниципального образования по данному направлению входите в качестве членов методического объединения республиканского. Вот такая система, начиная с федерации до образовательных организаций в квадратном порядке. Мы считаем, она будет открытая. Все желающие включиться в обсуждение вопросов содержания смогут это сделать. Уважаемые коллеги, я очень рада, что, несмотря на то, что в Республике Коми именно в системе дошкольного образования очень немного таких специалистов, которые серьезно занимаются изучением с детьми коми языка, я очень рада, что, тем не менее, 16 человек – это для такой категории очень немного. И надеюсь, что вы, как костяк, будете работать и дальше. По всей видимости, ваше мнение будет шириться, его границы, они на самом деле не определены нормативными документами. Ну и надеюсь, что работа будет плодотворной, и вы все получите увидите в этом профессиональный интерес и получите профессиональное удовольствие. Уважаемые коллеги, пожелаю всем хорошей плодотворной работы. Поздравляю всех с Днем Учителя, успехов, счастья, удачи. Спасибо, Людмила Николаевна. Но за 16 человеками, которые у нас присутствуют на организационном собрании, у нас еще армия педагогов из муниципалитета. Сетевой принцип распределения, он предполагает, что информация будет распространяться и по вертикали, и по горизонтали. Мы на это и надеемся. И, в общем-то, конечно, я думаю, что со временем мы увидим действительно списки вот тех людей, педагогов, которые изъявили бы желание участвовать вот в наших мероприятиях. И скажем о том, что на открытом портале открыта регистрация. То есть мы предлагаем и вам зарегистрироваться, зайти в соответствующем разделе, и также к этому процессу привлекать тех, кто желает заниматься, вообще участвовать в вопросах обсуждения, формирования, содержания в вашей области. Уважаемые коллеги, успехов! Спасибо. Я, с вашего позволения, уйду, а вам желаю успеха еще раз. Спасибо. Спасибо большое, Людмила Николаевна. Я не вижу только вопросы, которые там написаны. Ничего, никаких вопросов нет, только слова приветствия, да. И, в общем, сейчас мы увидим ту географию участников, которые присоединились к нам. Это кто у нас, Лариса Геннадьевна? Я еще не всех отметила. Не Но всех. к нам присоединились уже Емба, Карпкировский, Карпкировский здесь, Печора, Ижма, Айкина, а это вы. Все пока вот так. А где 12 человек? Это кто 12 человек? Они еще не отписались, кто откуда. Ага. Сейчас Да, уважаемые я всё коллеги, вы, напишу. пожалуйста, напишите, кто откуда, чтобы мы видели географию участников нашего организационного собрания, для того, чтобы у нас был все-таки кворум для принятия решений. Кворум для принятия решений, потому что сегодня нам с вами надо утвердить положение нашего метода объединения. Может быть, будут какие-то у вас предложения, замечания. И затем нам надо утвердить сегодня план нашего метода объединения.
По поводу состава совета. В общем-то, организационно у нас работа проводилась таким образом, что были направлены письма в управление образования с предложением предоставить кандидатуру человека, который мог бы войти в состав совета. И, в общем-то, по этим письмам мы и определяем этот совет. По этим письмам мы определяем этот совет. И затем на сегодняшний день у нас в составе совета уже конкретно, Лариса Геннадьевна, сколько из регионов? 18 человек. То есть не предоставили своих людей. Какие районы? Не предоставили Прилуцкий, Троицко-Печорский и Уссыльмский. Нет, Троицко-Печорский предоставили. Значит, Прилуцкий и Уссыльмский районы только не предоставили нам кандидатуру человека, который мог бы войти в состав совета. В общем-то, мы, конечно, будем дозваниваться, и если будет такое желание у этих муниципалитетов, хотя это не обязательно, может быть и такое, что от какого-то района никто и не войдет. Но я думаю, что это будет полезно для района быть в составе совета. Так ведь, уважаемые коллеги? Вот. И когда этот состав у нас будет определен, то мы потом уже подаем это на утверждение в Министерство образования. Вот этот вот вопрос вот таким способом организационно будет решен. Если у вас есть какие-то вопросы, то вы, пожалуйста, пишите эти вопросы, чтобы мы могли ответить на них. Ирина, вот надо следить за этими вопросами, потому что я отсюда просто не вижу эти вопросы. Есть или нет? Если будут вопросы, вы просто их тогда озвучите, Ирина Александровна. Хорошо? Так. Может быть, есть вопросы у наших коллег? Итак, уважаемые коллеги, тогда мы сейчас приступаем ко второму вопросу, а именно обсуждение положения о методообъединении. Надо вот это положение нам открыть, наверное, или у каждого есть свой? Или мы не сможем параллельно смотреть вопросы и положения? Параллельно мы не сможем. Так сможем. А чат тогда как мы будем смотреть? Или то, или то. Вот это им сейчас тоже видно. Да? Ну что ж, уважаемые коллеги, тогда давайте мы рассмотрим положение, которое в проекте оно было всем разослано, и нам бы хотелось обсудить его. Я думаю, что присутствующие здесь наши коллеги, также вы должны присоединяться к обсуждению и высказывать свое мнение. Итак, положение о республиканском методическом объединении педагогов, реализующих дошкольно-образовательные программы этнокультурной направленности. Вот такое название было предложено. Именно под таким названием в приказе наше методообъединение было утверждено. Но, однако, это может быть не окончательным вариантом, потому что это только проект. И после сегодняшнего нашего собрания мы можем выйти с таким ходатайством, чтобы название нашего методообъединения было изменено. Если у кого-то есть предложение, то, пожалуйста, можете озвучить, присутствующие здесь. Есть или нет у вас какие-то предложения? Нет? Но было предложение из Воркуты. Оно было такого содержания, что все-таки наше название методообъединения, оно достаточно строго ориентирует входить только тех, которые реализуют какие-то программы, образовательные программы этнокультурного образования. Но, например, в Воркуте в силу определенного состава населения, конечно же, затруднительно заниматься реализацией специальных программ, которые ориентированы на обучение или по языку, или и так далее, каким-то определенным направлением этнокультурного содержания. И, в общем-то,
ориентируясь на их предложения и, во-первых, конечно, ориентируясь на то, чтобы наша метода объединения включала как можно большее количество заинтересованных педагогов, специалистов, вот есть такое предложение от руководства, которое уже утверждено приказом министерства. В руководство на сегодняшний день у нас входит Остапова Зоя Васильевна, Сажина Светлана Дмитриевна, кандидат педагогических наук, зав. Кафедрой университета, Сыктывкарского университета имени Петерима Сорокина, предложить следующее название. Значит, республиканская метода объединения, и не называть там специалистов, педагога, воспитателей и так далее, потому что могут включаться и логопеды, и психологи, и заведующие, и старшие воспитатели и так далее. То есть не определяя вот круг по специальности, по должностям, просто назвать республиканская метода объединения и в кавычках этнокультурное содержание дошкольного образования. Согласны с этим, уважаемые коллеги? То есть, как бы вот такое название, оно уже не конкретизирует, что именно только лишь те специалисты, которые реализуют какие-то программы. Потому что некоторые, конечно же, как бы выполняют эту работу, но работают по каким-то своим авторским программам. Или, может быть, еще какие-то у них есть такие ситуации. Поэтому название мы предлагаем такое. То есть положение о республиканском методическом объединении и в кавычках этнокультурное содержание дошкольного образования. Уважаемые коллеги, особенно вот из северных регионов, пожалуйста, в чате напишите, согласны ли вы вот с таким предложением. Мы жалуемся. Пока нет предложения. Нет, согласны ли вот с таким названием? Этнокультурное содержание дошкольного образования. А Воркута присоединились? Нет. Воркута присоединились, да, Елена Ивановна? Нет, Воркута не присоединились. Мы поддерживаем ваше предложение, Галина. Ну хорошо. Далее, конечно, если мы будем рассматривать все положение, наверное, много времени у нас пройдет. Интересно, кто познакомился с положением от начала до конца из наших коллег? Да? Вот. И как вы оцениваете это положение? Ирина Владимировна, может быть, вы подключитесь? Я думаю, что пока не начнешь работать, не поймешь, где и что, какой пункт нужно доработать. Я думаю, что нужно начать, а потом уже будет видно, где-то какие-то, может быть, изменения. Да, ну хорошо. Пока работу не начали, сложно. Ижма согласна. Согласны все, Ижма согласна. Маргарита, по-моему, все. Все согласны с этим Да, названием? конечно, мы согласны. Итак, основной целью нашего метода объединения, конечно же, является рассмотрение всех тех проблем, которые возникают при этнокультурном образовании детей дошкольного возраста. Конечно же, мы как бы определили в задачах нашего метода объединения следующее, которые мы хотели бы реализовать при нашей работе. Популяризация комязыка и этнокультурного образования в дошкольных образовательных организациях, потому что действительно эта задача достаточно актуальна на сегодняшний день. Иногда, может быть, даже мы не видим результата в том, что дети начинают, наши дети начинают общаться на комязыке, но мы видим результат в том, что формируется положительное, позитивное отношение и родителей, и самих детей к самому звучанию языка.
к самой вот каким-то элементам культуры. И, в общем-то, это, конечно же, является как бы основой их дальнейших поступков и поведения. Повышение качества этнокультурного содержания образования в дошкольных образовательных организациях. И, в общем-то, конечно же, обязательно мы должны будем как бы из первых рук доносить до вас все нормативно-информационные документы по вопросам этнокультурного образования. Все эти новые наработки, какие-то современные исследования, все они будут обсуждаться на наших заседаниях. Конечно, самым главным является реализация концепции этнокультурного образования в Республике Коми. И мы каждому по вашим электронным адресам направим эту концепцию, потому что, как вы заметили, мы план нашей работы выстроили именно с позиции реализации этой концепции. И мы даже определили уже некоторые выступления там в качестве каких-то сообщений о том, как реализуется эта концепция именно на уровне дошкольного образования в разных муниципалитетах. Конечно, очень важным является формирование положительного имиджа педагогов, которые реализуют программы этнокультурного образования, потому что все вы знаете, что именно личность воспитывает личность, и от самого педагога зависит, насколько положительно относятся родители, семья и дети ко всему тому, что мы для них предлагаем. Это тоже является одной из задач. То есть я сейчас как раз озвучиваю тот раздел положения, а именно 3-й раздел положения задачи Республиканского методического объединения. Важной задачей, конечно же, будет апробация программ, апробация и обсуждение программ методических пособий, в том числе и в электронном виде для дошкольных образовательных организаций. И может быть не только вот апробация и обсуждение, но и обсуждение вот тех проблем, тех содержательных каких-то направлений, которые нам необходимо разработать в помощь педагогам. Зоя Васильевна, от Бухтыла предложение. Мы ознакомились с положением, в целом хорошее. Может быть, в первой задаче прописать этнокультурное образование, в том числе популяризация коми-языка. Это важно для тех районов, в которых очень мал процент говорящих на коми-языке, для Бухтыла, например. Так, такая задача у нас есть. Именно первая задача у нас популяризация коми-языка. Конечно, это является, наверное, самой главной задачей на уровне дошкольного образования, потому что в школе, конечно, уже формируют. Да. Вот она, пункт 3, вот она. Первая задача. Спасибо. Конечно, на будущее нами будет предусмотрено и проведение анкетирования, опросов, своеобразного мониторинга именно в части отношения среди педагогов, родителей именно к самому процессу обучения коми-языку и этнокультурному образованию. Конечно же, наше метод объединения, оно не будет только лишь как бы зацикливаться на вопросах обучения коми-языку, но этой проблемой, кроме нашего метода объединения, конечно, никто заниматься не будет, потому что это является как бы такой вот параллельной и достаточно важной задачей для содержания нашей работы. Так. И я надеюсь, что наш метод объединения достаточно активно будет анализировать существующие проблемы
и каким-то образом мы будем принимать совместные решения, предложения. Возможно, именно сам совет метод объединения будет инициировать какие-то, может быть, и письма, обращения и в государственные органы власти, и в общественным организациям. Но я думаю, что наше метод объединения должно быть достаточно активным, чтобы его было видно и слышно. А для этого, уважаемые коллеги, конечно же, на местах, на уровне муниципалитетов, каждому члену совета необходимо набрать свою команду и создать свой совет, чтобы у вас были помощники на уровне муниципалитета. И вот первой задачей, первым заданием, я думаю, будет следующее. Значит, создать совет районного метода объединения, который также будет называться этнокультурное содержание дошкольного образования. В этот совет, я думаю, могут войти педагоги всех тех детских садов, по одному педагогу или старшему воспитателю, или как вы определитесь, более активным людям, которые будут представлять свою дошкольную образовательную организацию, а затем, в конце концов, мы уже составим список всех педагогов, которые реализуют этнокультурное содержание в своей работе. Потому что мы знаем, что в детских садах есть такие люди, на которых вот эта проблема держится. Более активных, которые владеют, может быть, владеют коми-языком, знают традиции, культуры коми-народа. И, в общем-то, вот такой состав, такой список должен быть создан. И к следующему нашему заседанию, я думаю, мы уже будем иметь вот такие списки от всех муниципалитетов. Так, согласны, коллеги? В Усть-Куломском районе уже создано такое методическое объединение. Спасибо, Наталья Николаевна. Сколько человек входит, интересно, в это? Сколько человек, Наталья Николаевна, у вас? Напишите. Это очень хорошо. Если уже оно создано, то можно уже будет делиться опытом работы, как это метод объединения работает. Далее, уважаемые коллеги, в общем-то, согласно положению, вот в пункте 4 общие требования к деятельности республиканского метода объединения. Мы должны с вами советом разрабатывать план работы на учебный год. Ну и, конечно, мы должны уже работать на перспективу, и, возможно, нам уже надо составить перспективный план работы, который указан, согласно нашему положению, это на 3-5 лет. И я думаю, что это правильно, потому с какой точки зрения, чтобы все-таки учитывать вот те темы даже каких-то семинаров, конференций, чтобы мы могли заранее к ним готовиться и, возможно, посмотреть вот саму географию вот этих наших мероприятий. Потому что понятно, что деятельность нашего метода объединения мы будем курировать с сотрудниками лаборатории национальных проблем дошкольного образования КРИРО, и план нашего метода объединения, он, конечно, будет стыковаться с планом работы лаборатории. Мы на будущее, конечно, планируем не только лишь вот такие собрания в онлайн-режиме. Я думаю, что никто не отменял живое общение. И мы предлагаем, конечно, вот такие заседания проводить видя друг друга, чтобы вы присутствовали вместе с нами. Именно где это будет происходить. Вот такой онлайн-режим, он, конечно, возможен более, может быть, для вот таких для решения организационных вопросов. Вот. Так, в Сысольском районе создана рабочая группа по использованию коми-языка в социальной сфере. Ольга Александровна Сажина.
написала. Очень хорошо. В Усть-Коломе 12 человек. Очень хорошо, но на будущее Наталье Николаевне нужно составить, конечно, список всех педагогов со всего района, которые занимаются этой работой. Так. Ну, вот согласно положению, в составе РМО могут создаваться рабочие группы или секции по направленностям образовательных программ в соответствии с поставленными задачами. И, возможно, нам надо с вами обсудить, что мы создадим вот такие секции, например, по обучению коми-языку как родному, по обучению коми-языку как государственному. Ну и, конечно, для всех у нас будет содержание этнокультурного образования, потому что оно касается уже всех педагогов. Но вот именно вот эти вот секции коми-язык как родной и коми-язык как государственный, они нам позволят более, скажем так, компактно, да, как бы вот, может быть, более такими группами, но разбираться с теми проблемами, которые больше интересуют этих людей. Как вы считаете? Стоит ли нам разделяться на рабочие группы и секции, или же всем слушать, что, в общем-то, будет обсуждаться? Так, как вы считаете? С Буктыла еще пришло такое. Пока такой группы в Буктыле нет, но создадим. Есть такие педагоги, желание есть тоже. Уважаемые коллеги, те, которые здесь присутствуют. А много таких, которые вот как государственные изучают? На сегодняшний день коми-язык как родной обучают где-то около, наверное, 60 детских садах республики. Это порядка, наверное, 200 воспитателей. А коми-язык как государственный, конечно, эта категория, она больше, там где-то около 130 детских садов, ну и воспитателей где-то 400 с лишним. Вот. Ну, понятно, что не во всех районах идет обучение коми-языку как родному. В основном это, конечно, происходит в местах компактного проживания коми-населения, в исконных коми-районах, то есть не в тех, которые были созданы именно в местах добычи, месторождений, но в любом случае, потому что действительно проблемы это разные. Хотя наша республиканская метода объединения, оно как бы является такой вот достаточно, во-первых, организационным, как бы такое начало, да, будет оно из себя представлять. Вот. И, возможно, по мере необходимости мы будем создавать такие группы и секции. Сейчас, я думаю, этот вопрос для обсуждения мы ставить пока не будем. Согласны с этим, да? То есть время покажет. Будет необходимость, мы этот вопрос как бы будем рассматривать. Итак, я сейчас рассматриваю пятую часть положения формы организации деятельности метода объединения. И здесь вот в пункте 5.1 указано о том, что заседания метода объединения должны проводиться не менее 4 раз в год. То есть в этом году, согласно плану, мы потом план будем рассматривать, мы, в общем-то, так и запланировали. Так, можно, да, предложение еще. В Воркуте создано методическое объединение с этнокультурным содержанием. Называется «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание дошкольников в условиях ГОС-ДО». Да, Василина, очень хорошо. Что-нибудь скажите. Сколько человек туда включается? Сколько человек, напишите, пожалуйста. Так. В общем-то, форма организации деятельности метода объединения, они, конечно же, не только будут проводиться в форме заседаний,
Но также, конечно, мы будем организовывать и различные методические и практикоориентированные семинары, и будем, в общем-то, и конференции, которые мы будем предлагать вам для участия в них, и чтобы вы могли как бы организовывать уже участниками людей из состава ваших советов, из ваших методобъединений. Конечно же, очень важной является публикационная деятельность. Вы знаете, что у нас есть журнал образования в Республике Коми. Он выходит сейчас в электронном виде. И вы на сайте КРИРО вы можете познакомиться с содержанием журнала. И если есть интересный опыт работы по этнокультурному дошкольному образованию, вы, конечно, можете предоставлять материал в наш совет, ну, в руководство совета, и мы будем рассматривать вопросы о публикации. Публикации могут быть, конечно, и немного другого уровня. Это могут быть сборники из опыта работы. Но, в общем-то, действительно, публикация – это очень важное такое вот начало, потому что одно дело вы выступаете где-то, а другое дело – это уже в форме текста остается и на многие годы, скажем так. Так, вот в пункте 5.2 указано, что списочный состав РМО, утвержденный приказом КРИРО, обновляется один раз в 3 года. То есть этот состав, вот здесь вот мне руководство сказали о том, что состав совета утверждается значит, приказом, и значит этот состав, который у нас определен, он у нас работает в течение 3 лет. Конечно, могут быть разные форс-мажорные ситуации, когда кто-то уезжает, или что-то случается, или все-таки находится причина, чтобы не быть в составе совета, то можно будет, конечно же, как бы заменить человека, но чтобы мы знали, потому что этот приказ придется обновлять каждый раз, но это бы не хотелось сделать. То есть, если мы уже сейчас составляем совет, то, уважаемые коллеги, давайте уже надо нам работать в течение 3 лет. Так, Зоя Васильевна, в Воркуте примерно 20 человек метод объединения. И тут Галина Буктыл еще пишет вот такой вопрос. Мы рассматриваем понятие этнокультурное образование в узком смысле, как приобщение только к культуре народа Коми, или все же будем рассматривать вопросы социализации ребенка как гражданина Российской Федерации, то есть и традиционную культуру русского народа? Это откуда вопрос? Буктыл. Уважаемые коллеги, конечно же, мы на нашем методобъединении в первую очередь будем рассматривать вопросы ознакомления с культурой и языком народа Коми, который дал название нашей республике. Вы знаете о том, что в нашей республике существует закон о государственных языках, согласно которому государственными являются коми и русские языки. На русском языке и о русской культуре достаточно много методических материалов, программ. И, в общем-то, я думаю, проблем в методическом сопровождении нет. А вот сами вот проблемы с коми-культурой и коми-языком все-таки являются насущными на сегодняшний день. Конечно, мы этнокультурное образование всегда рассматриваем с позиции диалога культур, 2 культур. Это русской культуры, которая является, конечно же, как бы русской культуры, русского языка, потому что именно русский язык является языком межнационального общения. Но в то же время на наших, конечно, заседаниях и основной целью метода объединения является этнокультурное образование именно с позиции коми-языка и коми-культуры. Согласны с этим?
уважаемые коллеги, потому что если мы будем рассматривать именно еще и русскую культуру, то, в общем-то, мы можем выйти на все культуры, представители которых проживают в нашей республике. Это очень объемная такая будет задача. Но мы, конечно, точно для себя определяем, что мы живем в российских реалиях, что мы живем в Российской Федерации, и мы как бы ориентируемся, если говорить о коми-язычных наших детках, на двуязычное образование. И самое главное, наша задача, чтобы дети, для которых языком родным, материнским языком является коми-язык, они, конечно же, параллельно усваивают и достаточно хорошо начинают разговаривать и общаться на русском языке тоже. Вот. Не знаю, удовлетворила или нет я Вуктылу. Напишите, пожалуйста, свое мнение. Так, и еще предложение Вуктыла. У нас предложение. Министерством национальной политики Республики Коми был выпущен сборник «Этнография детства» со сценариями по традиционной культуре Коми и русского народа. Хорошо было бы выпустить КРИРО подобный сборник, куда вошли бы лучшие материалы педагогов-практиков. Это откуда? Тоже Вуктыл. Ну, уважаемые коллеги, у нас выпускаются регулярно сборники материалов из опыта работы, и куда мы представляем лучшие практики, лучшие сценарии, лучшие материалы образовательной деятельности по этнокультурному образованию. И, в общем-то, мы даже можем продемонстрировать, Ирина Александровна, я попрошу принести вот эти материалы. Вот это Мольткут, организация двуязычного образования, показать. Вот Юрга Комиков, конечно, диска у нас нет. Недавно у нас вышел диск Юрга Комиков. К сожалению, мы не можем даже его вам продемонстрировать, потому что буквально последние экземпляры у нас забрали наши коллеги. Вот. Но вот я хочу продемонстрировать вот такой вот диск детям Республики Коми. Этот диск, он издан у нас, конечно, в небольшом количестве, но он создан именно в помощь тем педагогам, которые реализуют этнокультурное содержание в детском саду. Детям Республики Коми. Можно сказать, что это один из структурных компонентов или элементов учебно-методического комплекса, который также и будет называться «Детям Республики Коми». Подготовлена программа, программно-методическое планирование, перспективное планирование программы по образовательным областям, то есть в основу программы взята структура, которая предлагается в стандарте дошкольного образования. Подготовлена книга для чтения детям, для того, чтобы воспитателям не надо было искать уже нужные слова и материал для того, чтобы рассказать о том или ином, по той или иной теме детям на коми и на русском языке, чтобы не было кудьяроч, чтобы формулировки были на коми-литературном языке. Но пока вот рукопись, она лежит как бы как рукопись. А вот диск мы все-таки смогли выпустить и распределили по районам, по муниципалитетам бесплатно. К сожалению, за этим диском пока не подошли из Сосногорска и из Кайгородка. Им тоже будут предоставлены диски. Надо прийти с доверенностью, об этом уже много раз звонили, с доверенностью к нам в лабораторию, для того, чтобы мы вам выдали вот эти диски. Так, коллеги пишут: спасибо за диски, отличные, неоценимые материалы для работы. Спасибо. Уже работает. Ну и вот диск Юрга Комиков, где собран как раз вот тот практический материал по обучению коми-языку, он уже полностью распределен. Единственное, не получили этот диск из Печоры.
Нам просто надо будет забрать дополнительный тираж для того, чтобы мы Печоре тоже могли эти диски предоставить. Вот. Еще какие вопросы есть? Итак, каким образом чисто организационно у нас будет проводиться работа? Значит, обязательно мы должны проводить с вами не менее 4 раз в год заседания метода объединения. И для организации этих заседаний нам нужно, конечно, выбрать, чтобы был председатель. Ну, как вот сказала Галина Владимировна, ректор нашего института, как бы председателем определена Остапова Зоя Васильевна. Насколько вы согласны с этой кандидатурой? Согласна. Насколько вы согласны с этой кандидатурой? Но также нам нужно обязательно с вами утвердить кандидатуру ответственного секретаря, который будет как бы держать связь с каждым из членов совета. И я предлагаю на эту роль Кулышеву Ларису Геннадьевну. Вы ее, я думаю, что все прекрасно знаете, а сегодня все ее слышали уже по телефону, потому что она как раз вот обзванивала всех членов совета, чтобы вы смогли подключиться к нашей работе. Усть-Кулом согласна. Ну, тоже согласна. Подождите, извините, пожалуйста, я как-то тут поторопилась. Значит, в общем-то, тут по положению у нас председатель. Придется тогда у нас Саша Светлана Дмитриевна как заместитель председателя, что ли? Да. Как сопредседатель же вы сказали. Она сопредседатель. Да. Тогда нам нужен еще заместитель председателя. Когда на должность заместителя председателя я бы предложила Ларису Геннадьевну Кулышеву, а вот на должность секретаря я бы предложила Ирину Александровну. Да, так бы было удобнее нам в команде работать, как раз потому вот что... для лаборатории. В общем-то, уважаемые коллеги, вы, наверное, не против, если мы как раз вот и определимся вот таким вот образом. Так, с Вуктыла очень активные сегодня у нас члены совета. К сожалению, не могу сейчас полноценно участвовать в обсуждении из-за возникших проблем со звуком. Большая просьба прописывать основные вопросы для обсуждения и решения. Но первый вопрос я прописывала. Хорошо. Уважаемые коллеги, ну я еще раз хочу показать, какие сборники у нас вышли из опыта работы. Вот такая книга «Мой ткут. Сценарии театрализованных постановок с этнокультурным содержанием». Я думаю, многие уже пользуются этой книгой. Если у кого-то нет, то вы можете приобрести у нас в Институте развития образования, в частности в лаборатории. Лаборатория наша находится в 301 кабинете. Телефон можно прописать. Да, Лариса Геннадьевна, какой номер телефона? 28 37. Ну, написать надо будет. И вот такой вот сборник вышел для тех детских садов, которые реализуют программу по обучению коми-языку, организация деятельности в двуязычном детском саду. Так что эта работа, конечно, нами ведется. И еще, уважаемые коллеги, к концу этого года мы тоже должны подготовить такой сборник из опыта работы по этнокультурному образованию. И если у кого-то есть желание опубликовать материал, то вы можете отправить нам для рассмотрения. То есть понятно, что мы будем обсуждать и, конечно, отберем лучшие из лучших для того, чтобы вы могли в таком сборнике пропечататься, чтобы уже вашу работу знали по всей республике. Так что эта работа нами, конечно же, проводится. Так, уважаемые коллеги, какие есть вопросы вот по положению? Потому что мы его, конечно, так вот рассмотрели
самые главные моменты. Если есть у кого-то предложение, вы, пожалуйста, предложение по положению, вы, пожалуйста, нам напишите конкретно по тем адресам, которые были в письме по организационному собранию. Нам надо это положение утвердить, хотя бы в целом, с доработками, скажем так, можно таким образом, что мы положение утверждаем с редактированием там некоторых положений, можно таким образом сделать. Кто за это предложение, пожалуйста, нам надо проголосовать, чтобы мы его все-таки утвердили, чтобы не было вот этого слова «проект». Уважаемые коллеги, присутствующие, кто за? Культурное содержание. Да. Да, у нас будет так и называться Республиканское методическое объединение «Этнокультурное содержание дошкольного образования». Я думаю, что это более будет. Кто за это предложение, надо проголосовать. Подсчитайте, пожалуйста. Отличный сборник. Елена пишет, мой КУТ, мы его активно используем. Как называется второй, где его увидеть? Организация деятельности в двуязычном детском саду. Напишите там. Потому что, наверное, очень далеко я сижу. Итак, организация деятельности в двуязычном детском саду. В книжной лавке Криро продается. Или в лаборатории нашей, да? Организация деятельности в двуязычном детском саду. Так, Анна пишет, для публикации необходима методическая разработка или конспект одного ООД? Можно и так, и так. Можно, да, всякие варианты. Можно, да, любой материал, который вы считаете, что он такой достаточно уникальный, но, конечно, хотелось бы, чтобы он написан был так вот, структурирован с учетом современных требований, чтобы вот действительно был как образец для использования. Конечно, некоторые моменты мы можем корректировать. Самое главное, чтобы была интересная идея и новизна. Уважаемые коллеги, вот нужна новизна, потому что мы все работаем на одном поле информационном, и каждый владеет вот теми или другими знаниями, но как бы мы в одни и те же игры играем, одни и те же стихи учим, и вот хотелось бы какую-то новизну или в методе, приемах, каких-то наглядностей, технологий какие-то интересные, что-то вот такое более современное. Кто за то, чтобы положение принять? Не услышали? Ну, услышали, Надежда пишет за, Наталья Николаевна пишет понятно, не знаю, но она уже писала раньше за, да, очень хорошие кандидатуры. Ну хорошо. Что ж потом, положение тогда в рабочем порядке нам придет. В рабочем, да, у нас на данный момент 15 онлайн и 4 присутствующих, 19 человек. Да, 19 человек, 19 муниципалитетов. Согласитесь, это практически республика вся. Но в любом случае надо, конечно, положение утвердить, и да или нет, нам надо получить от вас ответы. Уважаемые коллеги, не поленитесь и в чате напишите, значит, район, который вы представляете, и ваше за или против, или воздержался, чтобы мы могли потом посчитать. Чат же он останется. Так, Анна, голосуем за. Анна, откуда она? Анна, откуда напишите? Район напишите. Или Откуда. выходит. Наверное, они как регистрировались, так и выходят, да? Или Ижевский район. Ижма, Тулканева Анна Александровна, Ижма написано. А, да? Это Анна Александровна. Да. Ну, не будем ждать, вы постепенно как бы... Юлия, Прилузье за.
Пишите свои отношения. Да, Приступаем к так, смотрите. следующему вопросу, к третьему обсуждению плана работы, плана заседаний. Не плана работы, уважаемые коллеги, потому что план работы, он, конечно, наверное, будет намного шире и объемнее, да, ведь, уважаемые коллеги? Только плана заседаний. Вот. План заседаний, во-первых, была ориентация на то, что, то есть была такая установка, чтобы план мы создавали на учебный год. Воркута за. На учебный год. Значит, получается, что первое заседание вот мы проводим сегодня в октябре, второе заседание мы проводим в декабре, третье в марте и четвертое в июне. Затем перерыв на летние месяцы, и потом уже мы опять будем планировать там, может быть, по такому же раскладу, потому что в сентябре там много достаточно организационных моментов. Вот. И, уважаемые коллеги, обратите внимание, что мы проводим второе заседание в декабре 2017 года, и мы хотим посвятить это двум вопросам. Во-первых, для того, чтобы у всех было правильное понимание того, что уже есть на сегодняшний день в плане программ, методических пособий, различных аудио-видеодисков, мы хотим провести вот такую презентацию всех пособий, которые имеются на сегодняшний день. Хотя я хочу вас сразу же направить на то, что на сайте КРИРО этот как бы перечень пособий, конечно, имеется. Ну и второй вопрос – это уже услышать муниципалитеты, в плане успехов по реализации концепции этнокультурного образования в дошкольных образовательных организациях. И хотелось бы уже услышать нам с опытом работы Карткировский, Ижевский, Сыктывдинский районы, город Воркуту, Ухту и Усинск. Еще раз. В чем будет заключаться вот этот вот, да, опыт, как вы будете представлять опыт работы? Но раз мы предлагаем обсуждать с позиции этнокультурного образования, реализация концепции этнокультурного образования, то, конечно же, надо сначала посмотреть этот документ, да? Именно вот тот раздел, который посвящен дошкольному образованию. Это первый раздел. Карткировский, Сыктывдинский, еще раз. Ижевский. Ижевский еще. Ижевский. Я напишу. Город Воркута, Ухта и Усинск. Город Ухта. Город Воркута, Ухта и Усинск. Усинск. Какой будет? Регламент. Да. Ну, я думаю, что регламент будет минут, 5-7. ну не 5, конечно, это мало, но хотя бы 10 минут на выступление, я думаю, что можно будет нам выделить, так ведь? Это как бы в течение часа у нас получается, 60 минут. Это значит, Да? всем людям надо быть тут, да? Но людям, может быть, можно, конечно, и в онлайн-режиме, но для этого нам надо будет иметь их презентацию и выступление. Но, конечно, хотелось бы, чтобы люди приехали сюда. И почему еще будет еще повод для приезда? Уважаемые коллеги, я вот хочу вот как бы сделать объявление о том, что 30 ноября и 1 декабря, 30 ноября, 1 декабря, в течение 2 дней в Сыктывкаре будет проводиться международная научно-практическая конференция по двуязычному образованию.
Она проводится каждые 2 года. И я думаю, что многие уже принимали участие в этой конференции не раз. Она всегда организуется на очень высоком уровне. И я бы хотела, чтобы весь состав совета обязательно участвовал в этой конференции. И, в общем-то, мы могли бы 3 декабря, а может быть даже, я думаю, что мы не смогли бы 2 декабря собраться на совет, но хотя можно посмотреть. То есть в рамках этой конференции мы бы могли провести заседание нашего совета. Согласны с этим? Тем более, что во время этой конференции будет предусмотрена секция по дошкольному образованию. И, возможно, именно вот наши коллеги могли бы со своим опытом работы выступить на секции дошкольного образования. Я думаю, это можно даже совместить, так ведь? А организационные вопросы мы бы могли, конечно, уже сами решить, собраться, увидеть друг друга, кто входит в состав совета. Еще хочу сказать приятную новость, что на эту конференцию согласие дала Екатерина Юрьевна Протасова, и она должна приехать и будет выступать с докладом на пленарном заседании. Конечно, она будет и на нашей секции, если время ее позволит. Вот. А возможно, мы даже как-то получим согласие, и она сможет провести нам хотя бы 2-часовой семинар. Если я еще пока не знаю, насколько по времени она согласилась сюда приехать. Так, все говорят, лучше совместить. Пусть будет все в комплексе. Конференции. Да, да. Ну вот и замечательно. Поэтому как раз вот мы определили это время, и я к вам обращаюсь. На сайте Министерства национальной политики Республики Коми, на сайте, найдите, пожалуйста, информацию об этой конференции. Сейчас как раз идет регистрация участников конференции. Поэтому я вас прошу всем советам нам зарегистрироваться как участникам этой конференции. И в рамках этой секции, в рамках конференции мы с вами проведем совет нашего метода объединения, увидим друг друга, познакомимся, если с кем не знакомы, и, в общем-то, начнем уже нашу дальнейшую деятельность, нашу работу. И, в общем, вот таких вот приятных моментов, когда вот мы будем наше заседание Совета РМО соединять с какими-то интересными мероприятиями, я думаю, что будет и впредь достаточно. То есть мы как раз вот будем таким образом работать, чтобы не только на заседание вы бы приезжали, а именно для участия еще в каком-то мероприятии. Поэтому давайте вот насчет декабрьского заседания мы договоримся с вами таким образом. Каким образом представлять опыт работы? Конечно же, должна быть как бы представлена именно та работа, которая ведется на уровне района. Лучший опыт детских садов, какие-то интересные находки в плане формы организации работы с педагогами на уровне района. Возможно, вот это выступление вам нужно будет подготовить совместно со специалистом из управления образования. Вот. Но обязательно, конечно, нужна какая-то статистика, сколько всего педагогов в районе, сколько педагогов занимается обучением по языку, как родному, как государственному, кто занимается этнокультурным образованием, по каким программам, насколько по объему варьируется эта работа в течение недели, то есть как вы планируете работу, предложить, может быть, какие-то интересные даже
разработки, кто представляет свой опыт на уровне района, чтобы мы просто знали, чем живет район, чтобы вы вот в своей презентации, в своем выступлении нам показали, вот рассказали вот эту всю картину. Ведь мы даже не представляем, какие эти ваши районы, сколько там всего населенных пунктов, сколько всего детских садов. Это все вот интересно. Конечно, с фотографиями. Покажите, какие интересные у вас, может быть, даже есть на уровне района публикации, разработки. Потому что я знаю, что многие города, районы сами публикуют сборники. Мы, конечно, хотели в своем арсенале эти ваши материалы тоже иметь. И вот на заседание, которое вот в декабре мы будем проводить в Сыктывкаре, привезли бы вы, нам бы в копилку предоставили, чтобы мы могли вот какие-то выставки организовывать и показывать, как вот в районах это дело происходит. Вот, например, в Воркуте создали же энциклопедию маленького воркутинца, а в Сыктывдине энциклопедию маленького сыктывдинца. Азбука. Да, азбуку. Азбука маленького воркутинца, по-моему, у нас есть в лаборатории, а в Сыктывдинце нет. В общем-то, это было бы, конечно, интересно. То есть, конечно, у каждого района выступление, оно будет как бы своеобразным. Но хотелось бы, чтобы вот было более конкретики, статистика, чтобы мы видели детские сады, педагогов, людей, детей, какие-то детские конкурсы, что у вас проводится на уровне района, потому что, уважаемые коллеги, вы хотя и являетесь воспитателями многие своих детских садов, но в составе совета вы уже демонстрируете и показываете весь район, за вами район, и по вашему выступлению мы будем судить о вашем районе, как эта работа ведется на уровне района, не только на уровне вашего детского сада. Ну и, конечно же, какие перспективы на будущее вы ставите именно как член совета, какие у вас проблемы, какие-то предложения и так далее. Без этого, конечно, выступление не будет получаться. Так, Зоя Васильевна, Галина спрашивает, может быть, ваша лаборатория предложит одну общую для всех форму с узловыми вопросами для статистической отчетности по этнокультурному образованию? Хорошо, очень хорошее предложение, спасибо. Мы подумаем, в смысле не подумаем и предложим обязательно. Направление дадим. Да, направление дадим, и то, что обязательно должно быть выступление, чтобы вы могли это сделать. Очень хорошее предложение, только бы нам самим не забыть. Вот надо... А мы же сможем смотреть. Да? Ну, хорошо. Очень хорошее предложение. Так, далее. Третье заседание у нас будет проводиться в марте. И здесь мы будем рассматривать с вами все локальные акты, которые должны быть в детском саду для регламентации этнокультурного образования. Конечно, мы, я думаю, пригласим человека, специалиста, который уже из первых уст скажет вам все те необходимые требования. Нужно, нет, вот этот вопрос обсудить на нашем методообъединении, или вопросов и проблем тут нет. Я думаю, что вот, уважаемые коллеги, или нет проблем с локальными актами, какие должны быть, которые присутствуют здесь у нас. Ирина Владимировна. Не могу пока сказать, но по отчетам пишут, что локальные акты есть у всех. Качество этих локальных актов, к сожалению, мы не смотрели. Уважаемые коллеги, которые у нас в онлайн-режиме, какое ваше отношение? План работы же у вас тоже перед глазами, наверное, есть. Мы рассматриваем содержание заседания 3, которые будут проходить в марте. Если необходимости нет в рассмотрении локальных актов, то мы можем предложить, или вы предложите какой-то другой вопрос для обсуждения, который для вас является более насущным, более важным. Наталья Николаевна пишет, в итоговом заседании обязательно укажите пункт подведение итогов работы РМО и принятие проекта плана работы на следующий учебный год.
Это в июне, который будет. Я думаю, от локальных актов не надо отказываться. Не надо, там очень много вопросов. Если будет, ну скажем так, типовой, который можно было бы потом доработать каждому учреждению, было бы просто замечательно. По типовому меньше все же было бы ошибок. Чем каждый кто во что гораздо. И чтобы юрист уже посмотрел, может быть, ваш юрист бы посмотрел. Так, Галина пишет локальные акты, обязательно надо обсудить. Тем более Зоя Васильевна сказала, мы предполагаем приглашение с Министерства образования специалистов. Ну вот как сейчас проверка прокурорская пройдет, согласитесь, по обучению коми-языку, да? Ну, все это учесть, и чтобы именно юрист посмотрел этот локальный акт. Да, ну хорошо тогда. Обязательно, конечно, мы будем уже договариваться с представителями из Министерства образования. Так, хорошо. Ну и опять же в марте у нас уже будут не отчитываться, а рассказывать о своем опыте работы Усть-Куломский, Удовский, Усть-Вымский, Усть-Илимский районы и города Сыктывкар, Интай и Вуктыл. Согласны с этим? Я еще не знаю, какие у нас будут мероприятия в марте. Да, но может быть у нас получится объединить, опять же, с каким-то мероприятием наше мартовское заседание, чтобы мы могли встретиться все вместе, опять же, где-то в Сыктывкаре или в другом месте. Так, и четвертое заседание, он уже будет в июне. Здесь мы будем рассматривать новые документы по этнокультурному образованию республиканского российского уровня. Ну, если будут у нас появляться какие-то новые документы, мы, конечно, их на заседаниях будем с вами обязательно рассматривать, а может быть даже мы будем по рассылке отправлять уже для каждого члена совета. То есть вы первые будете получать все материалы, чтобы вы могли как бы познакомиться. И будут рассказывать об опыте работы Сысольский, Прилузский, Кайгородский, Кнешпогорский, Троицко-Печорский районы, города Сосногорск и Печора. И вот по предложению еще тут у нас было, обязательно четвертый вопрос у нас будет подведение итогов работы РМО за этот учебный год. И обсуждение плана работы на следующий учебный год. Это как раз вот будет на четвертом заседании в июне. В июне мы обычно тоже проводим такие летние формы семинаров с выездом. Поэтому я думаю, что мы четвертое заседание тоже сможем совместить с каким-то мероприятием для того, чтобы мы могли с вами встретиться и уже обсудить все наши наболевшие как бы вопросы. Ну и обязательно, конечно, на каждом заседании у нас будут разные обсуждаться, мало ли что у нас, какие вопросы появятся. Так, какие есть вопросы по плану? Нам надо его утвердить и начать работать по нему. Нашу деятельность как бы. Можно вот вернуться ко второму заседанию в декабре? Да. Вы сказали, надо зарегистрироваться, да, на сайте, чтобы приехать на конференцию? Да. Это начинается конференция 30 ноября. Да. Это значит, к 30 ноября мы должны приехать, да? Да, ну то есть, значит, еще раз про конференцию по двуязычию. Эту конференцию проводит Министерство национальной политики Республики Коми. Вы заходите на сайт Министерства национальной политики Республики Коми и находите там конференцию. Может, даже было бы сейчас зайти, конечно, но может заплутаем, да? Или найдем? Нас сразу всех зарегистрируют. Нет, дорогие, нет, уважаемые коллеги, нет, это одно дело зарегистрироваться, но там, видите, надо обязательно написать тему, с чем вы хотите приехать на конференцию. То есть эта тема, это участие, эта регистрация, она должна быть активных только участников конференции. Потом вы уже получаете приглашение. Только если вы с чем-то выступаете. Это не просто так. Я вот и предлагаю, что
по идее, члены совета, вы все можете принять участие в конференции и обязательно сформулировать свою тему выступления. Там же и сборники, да, Да, обычно всегда у нас по итогам этой конференции у нас публикуются материалы конференции, и все ваши статьи, они будут опубликованы. Это тоже достаточно, я думаю, что серьезная такая вот возможность себя проявить на таком вот уровне, не только республиканском, российском, но и на международном уровне. Вот. Поэтому мы, конечно, бы с удовольствием вас зарегистрировали, но там надо обязательно вот ваше личное какое-то участие, ваш личный этот. Там же все технически как бы продумано. Именно с вашего компьютера вы своими данные даете, и вам же потом отправляют приглашение. Если приглашение кому-то не придет или там кто-то не сможет, то мы приглашение отправим вам уже на заседание совета. Заседание совета. То есть вы приедете на заседание совета, ну а в конференции уже будете участвовать только как слушатели. Это тоже возможно, как слушатели. Но я думаю, было бы интересно, конечно, чтобы вы были как участники. Тем более мы сами будем формировать секцию дошкольного образования. Нам все равно нужен вот этот костяк. Так, еще второй момент, уважаемые коллеги, наши участники республиканского метода объединения. Я хочу ваше внимание также направить на то, что всем надо зарегистрироваться на сайте КРИРО. Там есть у нас как бы ярлык РМО, да, он так и называется, Республиканский метод объединения. Вы кликаете на него, и там написано «Зарегистрироваться». И вы регистрируетесь на РМО. Там есть также и муниципальные методы объединения. И туда должны зарегистрироваться уже ваши люди, которые на уровне муниципальных методов объединений с вами работают. То есть, чтобы все люди были в этом списке общем, потому что весь этот состав прослеживается, если не ежедневно, то еженедельно, и все смотрят, сколько людей в том или ином республиканском методе объединений. Вот эта вот задача тоже важная. То есть, первую задачу, которую мы поставили, это определить состав муниципального совета и написать педагога. Вот этот список нам нужно будет отправить Ларисе Геннадьевне. И второй момент чисто технический — зарегистрироваться и настроить своих людей именно для регистрации на сайте КРИРО, чтобы люди были видны. Чтобы люди были видны. Вот. Вот, я думаю, что все, что я хотела сегодня сказать. Если есть какие-то вопросы, что-то непонятное, может быть, уважаемые коллеги, кто приехали издалека, может быть, вы подойдете сюда и тоже выступите, чтобы вас увидели. Ижма, Усинск. Уважаемые коллеги, у нас здесь вот присутствуют коллеги из Усинска, Усть-Вымского района, Карпироса, Сыктывдинского района. Молодцы, что они нашли возможность, самое главное, финансы для того, чтобы приехать в Сыктывкар и здесь уже начать работу. Конечно, мы сейчас еще будем иметь возможность вместе пообщаться, попить чай. Зоя Васильевна, Наталья Николаевна спрашивает. По поводу РМО и регистрации понятно. А зачем регистрировать педагога в МО, когда оно курируется муниципалитетами? Да. Потому что именно, я думаю, даже качество работы любого метода объединения
будут оценивать по количеству участников в этом методообъединении. Если в методообъединении 50 человек, это один уровень. Если в методообъединении 500 человек, и что мы смогли их привлечь, да, именно какой-то интересной деятельностью, то это уже второй уровень. Поэтому, конечно, в нашем методообъединении должно быть людей много. Должны быть все, кто участвует и реализует вот эту работу, кто как бы принимает положения, задачи. Поэтому надо всех людей зарегистрировать, чтобы все были видны. Да, отслеживают же там. Да. И я думаю, что в любом случае даже и для каких-то своих портфолио педагоги тоже могут как бы записать о том, что он зарегистрирован там-то, там-то. Да, участник методообъединения по такому-то направлению. По идее, это тоже его активность, общественная активность. Потому что методообъединение это как бы такой общественно-государственный характер управления, который, в общем-то, необходимо сегодня нами выстраивать. Уважаемые коллеги, еще вот в качестве объявления я хочу ко всем обратиться с таким объявлением, что с 30 октября у нас будут недельные курсы по методике обучения коми-языку. Курсы будут проводиться в Институте развития образования. Объем 36 часов. И поэтому я приглашаю вас уже регистрироваться на эти курсы. По-моему, информационное письмо, оно уже пошло в районы. И приглашаю всех на курсы. Потому что, конечно же, мы ориентированы на то, чтобы обучение коми-языку, процесс обучения коми-языку, он был результативным, качественным, методически грамотным. То есть для этого надо знать, конечно, методику. Будут запланированы и лекции, и практические занятия, и стажировки своеобразные на базе детского сада. И еще, по-моему, кстати, у нас стажировки планируются, да? Стажировки планируются на базе детского сада номер 5 села Карткирос. Правда, я не знаю даты. И стажировки на базе детского сада Выльгард. То есть те педагоги, которые хотели бы окунуться именно в практическую деятельность в плане стажировки, то вот у нас предоставлена вот такие вот возможность как бы постажироваться, поработать рядом с педагогом, посмотреть работу, познакомиться воочию с практикой работы. Такая возможность тоже есть. Еще какие есть вопросы? Если нет, то я предлагаю закрыть наше сегодняшнее организационное собрание. Активно тут наши коллеги голосовали, много районов, мы потом почитаем все. Ну и что сейчас? Все, положение принято у нас, вышло по большинству Положение голосов. принято. Да. Кто за этот план работы? Надо еще было проголосовать. За этот план работы. Согласны ли вы с таким планом работы? Годовой. Согласна. Согласны? Мы здесь голосуем. Согласна. В декабре со всеми встретиться. Надо со всеми встретиться, конечно, друг на друга посмотреть. Да, в декабре, конечно, мы надеемся, что мы все встретимся, познакомимся. И, в общем-то, работа уже будет идти более интересно. Конечно, как-то хотелось бы, чтобы все равно как-то видеть, да? Да, Так лучше Хотелось. Ну, может быть, и найдем такую возможность. Может быть, некоторые муниципалитеты представляют, это же видеоконференция называется. Да. Хотя бы какие-то вот межрайонные. Это было бы легче общаться. Что написали межрайонные? Спасибо за общение, до свидания. Буктыл за. Ну что ж, ну тогда всего доброго. Став бурстать явище. Бураовны давывны. Джолюк я сосрадительны.
Заходите на нашу группу ВКонтакте Джолюк Малышок. То есть новости, конечно, вы там видите. Ну да, вот это. Смотрите телепередачу Чолок Джолюк и слушайте радиопередачу Джолюк. И будет у вас все хорошо. Погорский. Спасибо, до свидания, Юлия. Короче, все сегодня были. Нет, минуты не было. Ну что ж, выключаемся тогда. Да, я не знаю, как это. Подойдите, да? Нам надо идти. Давай, Сегодня не план меня просто. Всего доброго. У вас до свидания. Получаем человек. Второе заседание власти Баража положение своих стран, да? Да, Галина, всего доброго, оптимизма оптимизма и успехов всем. Спасибо. Аня, Ольга, Александр, расскажите. Ну, положение там немного ведь будет у нас откорректировано. Почему же чисто, вот если на эту конференцию приехать просто как слушатель, а чтобы именно вот метод объединения у нас хотя бы билет заранее, в общем, я сегодня ехала с вахтой, забитые вагоны. Но 30-го начала точно, наверное, будет с утра. Конференция, Да, то есть заезд 29-го. И первое тоже будет вечер знания. Да, значит, вам надо будет ехать 2 вечером. И может быть, если мы в эту программу не войдем, то может быть мы 2-го там кто-то еще сможет хотя бы с утра мы встретимся, если 1-го не успеем. Я не знаю, как вот Екатерина Юрьевна Протасова приедет. Я бы вот хотела, конечно, что 2-го еще, может быть, хоть 2 часа бы она семинар провела, потому что она там на пленарке выступит в течение 20-30 минут всего. Ну, если она, по-моему, она вообще на одну ночь только приезжает. на второй день Вот нет, она 30-го должна выступать. Может быть, она 1-го, она уже с утра уедет. Даже у нас на секции не будет. Но обычно там всякие вечера, да, приемы, да, этот вечер тоже будет занят. Если был бы свободен, можно было бы нам вечером где-то в каком-то, на базе какого-то детского сада с ней встречу устроить. И всем конечно, совета было бы. Да? Было Да. бы. Ну, здесь вот как бы на конференции не обязательно меня выступать. Не обязательно. Но зарегистрироваться все равно надо, да? Но там, если вы будете регистрироваться, там вас запросит ваше выступление. Если у вас не будет выступления, оно не зарегистрируется. Ну, мы, короче, сами приезжаем. Да. И сюда тоже, да? Да. То есть ориентация, что именно 30 ноября, 1 декабря будет конференция, это уже точно. Леня Соколов, все. Ирина Владимировна, может, выступите перед народом? Народ уже до свидания почти все сказали. До свидания. Зачем так информацию выключить? Так же только не включит. Статистика-то у нас вся Борисма есть. А? Статистика-то как раз... Вот Царисма это там у нас непонятные. Вот в Борисме статистика, там они так и не поменяли, там все еще программа Парма Джолюк, а у нас же еще есть программа Чолок Джолюк Здравствуй, друг. Она не требует, кто-то по своим программам работает. Я им объясняю как. Джолюк это, если вы, они говорят, мы по Джолюку не работаем, вы национальный детский сад, комиязычный, пишите Джолюк. Если А по Джолюку почему не работает? Пишите Парма. Ну, я не сложно, знаю, потому не умеют, потому что говорить. Да, сами. Ну как-то что-то. Да, потом еще по футболу. Я поэтому просто, даже вот не то, что программа, а просто развести, и знаешь, вот эти, ну, язык как родной, а эти как государственные. Вот и все. Вот, и некоторые муниципалитеты не знают, как давать, Это меня очень не дали. Пойдемте, я им так объяснила, и так, а что такое, как им объяснить?
Но можно было все равно найти что-то. Пошли к нам в кабинет. Все, спасибо. Я сегодня телефон дома забыла. Вообще не знаю, как теперь, что еще. Сейчас я это скажу к вам поднимусь. Да, что мне кто-нибудь дайте сотовый свой, чтобы я сына вызвала. Ну, хорошо. До Сережего телефона. Надо люди подождать, лучше сдать. Хорошо. Я только хочу посмотреть, сюда на Португал, мы не дали против еще. А что, все обратно здесь? Сам ключом? Ну, величество. Может посидеть. Когда не встановился, ходят, что-то как-то себя думают. Все, да. Можно закрывать кабинет. Да. Я просто розетку выключил. Это на батарейке. Ладно, тут я сам. Вот тут диван есть, кстати. Но это для организаторов комната. Для комнаты отдыха, для организаторов. Ну,